26 июня 2009 года уйгурские молодые люди, работающие в Шаогуане, Китай, были забиты до смерти или серьезно ранены китайцами. Реагируя на это, уйгуры протестовали в Урумчи 5 июля и произошло кровопролитие. 21 мая 2009 года 819 человек были насильно вывезены на работу на фабрику игрушек в городе Шаогуань, провинции Гуандун из района Конна-Шахер, провинции Кашгар, Восточного Туркестана. Вечером 26 июня, через месяц после того, как уйгурские рабочие покинули фабрику, более 10 тысяч китайских рабочих на фабрике, вооруженных ножами, топорами, железом и молотками, ворвались и напали на общежитие, где остановились уйгуры. Высокопоставленный чиновник от Коммунистической партии Центрального правительства вновь подчеркнул политику борьбы с терроризмом в Восточном Туркестане. Согласно сообщению на сайте китайской пропагандистской сети Тандрыдака 20 июня 2023 года, член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая и секретарь политико-юридического комитета Чэнь Вэньцин, отправившийся в Восточный Туркестан на 4-дневную инспекцию, поручил продолжать репрессии в отношении народа Восточного Туркестана. В первом заявлении Китая о мятеже группы Вагнера в России говорилось, что Пекин поддерживает сохранение стабильности в России. В заявлении МИД Китая говорится, что восстание группы Вагнера против президента России Владимира Путина является внутренним делом России и что Китай поддерживает Россию в сохранении национальной стабильности и дальнейшем прогрессе в области развития. CNP Global заявила, что понизила прогноз роста ВВП Китая на 2023 год после того, как данные за май показали, что восстановление второй по величине экономики мира после пандемии дает сбои. Мы снизили наш прогноз роста ВВП на 2023 год до 5,2% с 5,5%, говорится в исследовательской записке, опубликованной в воскресенье. Представитель МИД Китая призвал Соединенные Штаты прекратить использовать вопросы, связанные с фентанилом, в качестве предлога для действий по санкциям и обвинению китайских граждан. Министерство юстиции США объявило 23 июня, что оно предъявляет обвинения китайским компаниям и их сотрудникам в производстве, распространении и продаже фентанила из прекурсоров. В Азербайджане отмечают День вооруженных сил и 105-летие со дня основания армии. Азербайджанская армия была сформирована решением правительства 26 июня 1918 года азербайджанскими офицерами, ранее служившими в армии царской России. Первое соглашение с Османской империей правительство Азербайджана подписало в Батуми. В соответствии со статьей 4 соглашения власти Азербайджана обратились к османам с просьбой о военной помощи.